Ассаламу алейкум. Давайте я вам прочитаю комментарий одной Иванушки из русского мира, который написал под публикацией о Джихаре Дудаеве вот такой вот комментарий. Я участвовал во второй чеченской кампании. Знаю этот чеченский дух. Захватит больницу в Буденновске или роддом какой-то. Это максимум для этих героев, он написал. Только Вася и Наташа русского мира могут нагло лгать и наговаривать, пытаясь оскорбить и задеть ложью и обманом. Давайте сперва разберем это. Я участвовал во второй чеченской кампании, зная этот чеченский дух, захватит больницу в Буденновске или роддом какой-то. Во-первых, захват Буденновска это одно и то же. И больница, и роддом, и даже военный госпиталь. Это все одно и то же. То есть там не было захвата больницы, а потом роддома где-то еще не было. Один раз захват, это был просто больница. Его называли еще военный госпиталь Буденновский. Это было июне месяца 95 году, а не во вторую войну. Вторая война длилась с 99 года по 2009 год, 16 апреля. Если ты был бы участником второй войны, ты бы сказал, что, например, Беслан, Норд-Ост и так далее. Вот это было во время второй войны. Ты это сказал бы. Тут уже ты лоханулся на лжи. Ну, суть не в этом. Это максимум для этих героев. Давайте мы сейчас посмотрим, что максимум для чеченских героев и что максимум для русских героев, российских. Российская Федерация 17 миллионов 100 тысяч квадратных километров. Чеченская Республика Ичкерия 17 тысяч квадратных километров. Население Российской Федерации 155 миллионов. Население Чечни, в то время Ичкерии 1 миллион. Армия России больше миллиона. С резервом еще больше. Армия Ичкерии вместе с добровольцами и так далее 5 тысяч. Понимаешь, да, Вася? Вот какая разница. И Россия заявила, что не нападет на Ичкерию и решит все мирным путем, напала 11 декабря 1994 году. Зимой, под утро, сразу бомбят те места, которые дают свет и газ, как и в Украине. То есть ничего нового нету, русский мир не меняется. С трех сторон начали штурм. Это делала российская армия, герои. Бомбежка мирных жителей, бомбежка больниц, садиков, роддомов, ракетные удары по базарам, по рынкам, базарам, где не находились военные и так далее. Это все продолжалось до 95 года, мая месяца. И в мае месяце 95 году российская армия идет в горы и захватывает селения, чеченские селения горные. И там удерживает в заложниках тысячами детей и женщин. А когда чеченцы шли на штурм, угрожали им, если они еще раз порежут, что всех. И даже об этом, гордясь, рассказывали в своих каналах на телевидении, как они такие красавчики захватили, удерживали в заложниках столько-то детей и не давали чеченцам штурмовать. Отличие от вас и чеченцев, чеченцы не шли на штурм, рискуя своими женщинами и детьми, а вы шли и штурмовали и в Буденновске, и в Норд-Осле, и в Беслане. Все погибли от ваших рук. И те, которые это захватили, и те, которые у них были в заложниках. Но те, которые захватили, не устраивали то, что устраивали те, кто напали. Понимаете? Поэтому перед тем, как говорить о Буденновске, вы посмотрите, кто начал захватывать мирные объекты. Русские начали захватывать. Это Шатой. И также после Буденновска Россия захватила 9-ю горбольницу в Грозном. Это не то, да? И зло порождает зло. Хотя даже то, что вы считаете злом со стороны чеченцев, если посмотреть истиной и правдой, вы поймете, чеченцы не расстреливали мирных жителей, а это делали российские, которые штурмовали. Сегодня есть видеоматериалы полностью, слова журналистов, слова заложников, то, что они говорили, то, что они... Все осталось в интернете, интернет все помнит, Иванушки.
Как бы вы ни пытались одеть чеченскую честь, чеченский народ доказал всему миру, та страна, которая не видна на карте мира, ее надо тщательно искать, она поставила нехорошую позу для русского мира, Россию. Понимаете? Поэтому я рад, что у вас так подгорает.